Я Саитова Рамиля. Сегодня 2 ноября 2019 года. В Москве у Павла Грудинина отнимают совхоз. В Уфе своя печальная история. Уже 8 месяцев томится в застенках башкирский политик и публицист Айрат Дильмухаметов по делу об экстремизме. При этом вина Айрата не установлена, приговора суда в отношении него не имеется. В застенках томится невиновный человек. И Грудинин, и Дильмухаметов оппонировали действующим политическим руководителям. Грудинин конкурировал с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на выборах. Дильмухаметов конкурировал с лже-главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Репрессии в отношении того и другого закреплены неправедными решениями судов. Ввиду такой очевидной несправедливости возникает вопрос о легитимности судей и всей федеральной судебной системы. Судьи, за исключением мировых, назначаются указом президента. В Российской Федерации около 30 тысяч судей, назначаемых указом президента Российской Федерации. При этом мы не знаем, кто скрывается за судейскими мантиями. Неизвестное лицо отличается от судьи тем, что судья облачен в судейскую мантию, и только это позволяет ему вершить нашими судьбами именем Российской Федерации. Правильно ли это? Что здесь не так? Удостоверение личности, на жаргоне ксива. При применении к вам властно-распорядительных полномочий любое должностное лицо обязано предъявить вам удостоверение личности. В случае с судьей это будет паспорт и указ о назначении его судьей. Причем вот такое удостоверение личности судьи и его полномочий должно производиться перед началом каждого судебного разбирательства и вноситься в протокол судебного заседания. Однако я уверена, что ни один судья не сможет подтвердить своих полномочий. Почему? Я распечатала один из последних указов президента Путина о назначении судей. Текст очень мелкий, но вы мне, пожалуйста, поверьте, здесь нет иных персональных данных, кроме фамилии, имени, отчества судьи. Очевидно, этого слишком мало. Указ является правоустанавливающим документом. Примеры правоустанавливающих документов есть у каждого. Это, например, свидетельство о праве собственности на квартиру, на автомобиль. Помимо фамилии, имени, отчества обязательно есть какие-то иные персональные данные, позволяющие достоверно идентифицировать личность правообладателя. В указе таких данных нет. Кроме того, об этом уже много говорится в интернете. Нормативные акты, которые издает Владимир Путин и Дмитрий Медведев, они ими не подписаны. Но в данном случае президент не взял на себя ответственность за назначенных судей. Он их не назначил, он не подписал указ. Вот здесь я изобразила ту же самую судейскую мантию, но добавила к ней летательный аппарат учеников школы Хогвартса из всем известной эпопеи о Гарри Поттере. В подтверждение того, что судейская мантия, вообще мантия как таковая, не является эксклюзивной принадлежностью судей, не дайте себя засудить неизвестному лицу. Если вы пришли в суд, либо вас привели, такое, к сожалению, случается, вы являетесь стороной по делу, у вас самостоятельные процессуальные права, вы имеете право потребовать установления личности и полномочий судьи. В случае, если вы обнаружите вот те несоответствия, о которых я говорю, либо в том случае, если судья откажет в предоставлении документов, вы имеете право заявить ему отвод. Если судья отвод не примет, то это основание для пересмотра решения суда. Вот по такому основанию
голосованию я предлагаю инициировать пересмотр судебных решений в отношении Грудинина и Дильмухаметова. Почему? Потому что они уже проявили себя как борцы, как бойцы, и именно с них, вероятно, нужно начать я полагаю, это будет эпопея, с тем, что мы подвергнем сомнению легитимность судей и судебной системы. Также мы можем потребовать пересмотреть все судебные решения в отношении всех политических заключенных. И в помощь пострадавшим нашим товарищам мы можем поднять также вопросы о том, какой из избранных народом органов контролирует деятельность судей. Ответ будет один: президент Российской Федерации. Тогда возникнет следующий вопрос: а может ли президент эффективно контролировать профессиональные и нравственные качества судей, если их 30 тысяч, около 30 тысяч, а у президента Российской Федерации есть иные полномочия, кроме этой? Можно также подвергнуть сомнению легитимность самого президента Российской Федерации, что я и сделала. Я заявила о нелегитимности всех федеральных органов государственной власти ввиду того, что учредительный федеративный договор Российской Федерации отсутствует, его нет. Ссылки на эти свои видео я дам.